Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы будем говорить о сахарном диабете. Сахарный диабет – это группа заболеваний, которая характеризуется стойким повышением уровня сахара в крови вследствие абсолютной или относительной недостаточности инсулина, приводящей к нарушению обмена веществ. В последние годы количество больных, страдающих сахарным диабетом, увеличилось. Причины, которые приводят к возникновению сахарного диабета, это нерациональное питание, употребление в пищу рафинированных, консервированных, сладких, печеных, мучных, жирных продуктов. Это постоянные стрессы, повышенный вес, ожирение абдоминальной формы. Некоторые лекарственные препараты, которые применяются для лечения гипертонии, это гипотензивные препараты, нестероидные, противовоспалительные, гормональные, тоже могут привести к сахарному диабету. Наследственность, где у родителей, у одного из родителей, если имеется сахарный диабет, дети могут заболеть 50%, по наследству могут передаваться сахарный диабет. Также инфекционные заболевания, острые вирусные инфекции могут привести к сахарному диабету. Это корь, ветрянка, COVID-19. И еще могут привести к заболеванию поджелудочной железы и травмы поджелудочной железы, различные операции, которые проводятся на поджелудочной железе. Классификация сахарного диабета. Сахарный диабет первого типа – это болезнь, которая развивается в основном у молодых людей. Она развивается быстро, начинается с таких признаков: сухость, жажда, до 5-8 литров жидкости пьют, быстрая потеря в весе. Также, если не провести инсулинотерапию, эта болезнь может закончиться смертельным исходом. Сахарный диабет второго типа – это диабет, который развивается во взрослом, уже старше 45 в основном, и она развивается медленно, годами может протекать скрытно. Гестационный диабет – диабет, который развивается у беременных. Этот диабет после родов может пройти, а может перейти во второй тип. Есть и другие разновидности. Это ЛАДа, более мягкое течение сахарного диабета, но он нуждается в инъекциях инсулина. И МОДИ – это генетические формы сахарного диабета. Теперь диагностика сахарного диабета. Для диагностики у нас в районной больнице, поликлинике мы делаем кровь на сахар капиллярной крови, биохимия крови, гликированный гемоглобин делаем, УЗИ поджелудочной железы, внутренних органов, ЭКГ. Есть у нас КТ тоже, мы можем КТ внутренних органов, если есть необходимость, и другие обследования. Симптомы сахарного диабета – это жалобы на сухость во рту, жажду, учащенное мочеиспускание, зуд в теле, различные гнойничковые заболевания кожи, постоянное чувство постоянного голода, может быть быстрый набор в весе, повышенная потливость. При присоединении других осложнений добавляется боли в области сердца, головные боли, подъем артериального давления, чувство онемения, жжение стоп. На ногах могут появляться незаживающие раны и ухудшение зрения тоже. Осложнение сахарного диабета. Самое грозное осложнение сахарного диабета – это со стороны глаз, снижение зрения вплоть до слепоты, со стороны головного мозга, инфаркты, инсульты, поражение сосудов головного мозга, сердце – это ишемическая болезнь сердца, могут заканчивающие с инфарктами, поражение
нижних конечностей. Это трофические долго не заживающие раны на стопах, которые могут закончиться ампутацией. Со стороны почек изменения, это поражение почек, самое грозное осложнение, хроническая почечная недостаточность, потом, которая приходится на больных взять на гемодиализ недели 2-3 раза. Профилактика, лечение сахарного диабета. Первого типа лечения только инсулинотерапия. Прежде всего при лечении сахарного диабета это диета. Исключительно это легко усвояемые углеводы. Ограничить прием жирного, мучного. Потом второй тип, в основном диета. Второй тип лечения – таблетированные сахароснижающие препараты. При осложнениях добавляется инсулин тоже. Профилактика сахарного диабета – это контролировать вес, контролировать глюкозу крови, избегать стрессовых ситуаций, профилактика инфекционных заболеваний. Также водный баланс, надо пить больше чистой воды. И обогащение организма различными минералами и витаминами. Профилактика осложнений сахарного диабета. Каждые 3 месяца больные сахарным диабетом должны наблюдаться у участкового врача, у эндокринолога, узкого специалиста. Год 1-2 раза они должны пройти консультации у окулиста, у кардиолога, у невролога, у хирурга. Спасибо за внимание.